прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Объединяя молодежь. Участники получат море позитивных эмоций, наладят дружеские отношения. Всероссийский спортивно-туристический фестиваль «Open Чечня» состоялся. С какой целью проводилось мероприятие? Богоугодное дело. Семья Ибрагимовых из селения Ахматюрт учит читать Коран желающих. Расскажем, скольких уже научили писанию Творца. Шах и мат. Это такая игра, где нет возрастных ограничений. В Грозном состоялся 9-й этап Кубка Чеченской Республики по шахматам. Поделимся, кто делает ход первым, как превратить пешку в ферзя и о рокировках на доске. Масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошла в регионе. Приурочена она к благословенному дню Ашура. Продуктовые наборы передали нуждающимся семьям. Всего было роздано 195 тысяч буханок хлеба и 65 тысяч кур. Стоит отметить, что подобные мероприятия организация проводит на регулярной основе. بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا عاشوراء أو اشتغل جرجسيل عديز الوشين شو عم يخدك عمل اشتغل جرجسيل أخوش اشتهى ده رجع لعسان هذا لير أنا ودي حلا باش عمل حجراس قبلتهم صرخ بالفون والدائم داخل تاع دوق شروع دوق ومركع ساعة دوق قوز سمياتشو ريت لقاكوش بيزيلو اشتغل ومكتاز دائم دوق شو سنجال أوبا دولة سانج دار بان باش اشت أوكرانيا بالوجه مصووش من دار عاش باش اشتوى وقت أي وزارة مش كحان На базе комплекса Кизиной Ам состоялся Всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Чечня. Он включал в себя интеллектуальные игры, квесты, лекции, экскурсии. Проводился Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике. Медина Мударова о его целях. Одно из самых живописных мест в республике — озеро Кизиной Ам. Именно здесь открылся Всероссийский спортивно-туристический фестиваль Open Чечня. Мероприятие, которое объединяет любителей путешествий и новых знакомств. На открытие прибыл министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Он пожелал участникам удачи, отметив, что в регионе есть все условия для развития молодежно-туристической сферы. Участники получат море позитивных эмоций, наладят дружеские отношения. Этот форум не окажется последним. Я думаю, что мы еще много-много раз соберемся на разных площадках. Приглашаю всех молодых людей, которые интересуются Чеченской Республикой, а также хотят себя развивать интеллектуально и в образовательном направлении. Ребята из 36 регионов страны, 200 человек. В фестивале принимали участие обучающиеся высших и средних специальных учебных заведений, активисты молодежных общественных организаций, а также просто жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Есть гости из Ставропольского края. Это было очень спонтанное решение. Наш друг, с которым мы тоже путешествовали, мы были в Ингушетии на форуме, и он говорит, что планируется форум Open Чечня. Мы говорим, а как это так, ты едешь без нас? Мы должны тоже там побывать, мы должны посмотреть Чечню, мы должны обязательно все это посмотреть, это большая возможность. И мы сразу же в этот же день в маршрутке подали заявки. Мы первый раз в Чеченской Республике, нам все нравится, мы готовились к этой поездке, очень ждали сильно, мы наслаждаемся данной красотой. Все круто. Ждем новых впечатлений. Ожидания оправдались. Программа пребывания в Чеченской Республике была насыщенной. Началась она с образовательной программы. Шатры по 3 направлениям: тревел-блог, здоровый образ жизни и социальное проектирование. Пока ребята только ознакомились друг с другом, а кураторы разъясняли задачи. Самое основное правило любой командной работы – это правило круга. То есть всегда, когда будем собираться, мы с вами будем сидеть в кругу. Все должны сидеть
на равных, чтобы видеть друг друга. Принимаем? А впереди много интересного: квесты на знание местности и истории, различные спортивные мероприятия, образовательные программы, ну и самое захватывающее – пеший поход. Просьба держаться возле меня, если хотите что-то спрашивать или услышать мои короткие, скажем, рассказы о Чечне и чеченцах, об объектах культурного и природного наследия. Эти 2 дня пролетели незаметно. Туристическую программу оценила Алла Магриева. Она в Чеченской Республике не случайно, в будущем собирается работать в сфере туризма. А эта поездка поможет набраться опыта, ну и пополнить список знакомых. Это уже мой 3-й форум Чеченской Республики за июль, и все 3 были направлены на туризм. И почему именно я выбрала этот форум? Потому что у меня, в принципе, направление идет на туризм. Я очень сильно увлекаюсь, и мне это максимально интересно. Нас очень тепло приняли. Мы узнали очень много нового и увидели очень много нового. Мы в очень красивом и живописном месте. И кроме практики у нас была и теория очень интересная. Целью форума являлось создание открытой площадки для диалога, обмена идеями и опытом между участниками из разных сфер жизни. У организаторов это, безусловно, получилось. Новые места, эмоции и знакомства. Ребята просто в восторге. Регион очень постарался с программой. Это и спорт, и туризм, и развлекательное, и интеллектуальное. Видно, что ребята постарались, приложили руку, душу. Ты знакомишься с разными людьми, какой-то опыт берешь с них, также принимаешь участие на различных интеллектуальных играх и так далее. В общем, в целом, форум был очень насыщенный, красивая природа. Вот и настал момент торжественного закрытия. В рамках фестиваля проходил конкурс молодежных проектов. Всего их 39. Спорт, наука, история. Разыгрывались 4 миллиона 146 тысяч рублей. По итогу 10 победителей. Их идеи затрагивают абсолютно разные тематики, но все направлены на то, чтобы помочь людям. Представляю здесь проект под названием «Мир на ощупь». Это выставка-экспозиция, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы дети и взрослые могли посетить художественные выставки и узнать о картинах чеченских художников, познакомиться с ними поближе. И в завершении общая фотография. Ребята прощаются друг с другом, но ненадолго, ведь впереди их ждет еще множество совместных форумов. На такой хорошей ноте и завершился 2-й по счету форум Open Чечня. На протяжении 2 дней участники смогли получить незаменимый опыт, который они обязательно применят и в жизни. А некоторые из ребят уже сейчас отправились реализовывать идеи своих проектов. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Семинар на тему «Эпидемиологический надзор и современные подходы к профилактике сибирской язвы. Клиническая и лабораторная диагностика» состоялся в Грозном. Терапевты, эпидемиологи и инфекционисты собрались на базе Министерства здравоохранения, чтобы послушать спикера из Ставропольского научно-исследовательского института, заместителя руководителя референс-центра по сибирской язве Людмилу Аксенову. Она донесла самую актуальную информацию о формах данного заболевания, а также о том, как его своевременно диагностировать и лечить. В республике эпидситуация спокойная, не вызывает опасений, но мы живем в современных реалиях, когда очень активно идут миграционные процессы, мы наблюдаем изменения климата. И в этих условиях надо нам всегда повышать свои знания, повышать настороженность к проявлению тех или иных эпидемиологических процессов. Лучший из вас тот, кто обучается Корану и обучает ему других, передает хадис слова посланника Творца. Это обращение ко всей умме. В семье Ибрагимовых из селения Ахматюрт сразу 3 человека обучают Писанию Создателя. С 8 утра начинаются занятия. Моя коллега Мадина Кураева побывала в гостях у Ибрагимовых. Ясин, валь Куранил Хаким. Суры из Корана в этом доме читают каждый день с раннего утра до глубокой ночи. Здесь не только взрослые, но и самые маленькие учат Священное Писание. Каждому ученику индивидуальный подход. Смена начинается в 8 утра и длится до 13 часов. Занятия проходят 4 дня в неделю. Здесь обучаются около 80 человек. Зула Ибрагимова преподает несколько лет у себя дома абсолютно бесплатно. Каждому ученику уделяет особое внимание. Через несколько занятий уже проявляются первые результаты.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. زلايا جودك وجيتريو زلان ديل ريز الآلو وردرسون لا آلو الشر عامو طاي لا آلو شيش طاي هنتر عيم شتو جوطاش دقي دوش دقطا ديل ريز غليلو. И таких благодарностей очень много. Читать священную книгу Зулая научила уже около 800 человек. Женщина очень счастлива, что может помочь другим стать ближе к Всевышнему Аллаху. В семье Ибрагимовых с ранних лет практически все умеют читать Коран, участвуют в различных конкурсах и занимают первые места. С уроками маме помогают ее дети. Вместе с Зулай обладателями иджазы стали и две дочери. Право передавать свои знания Раяна получила в 13 лет. ديك عميد سنقي ديك برايفلش عمينا قيدا حيوش سيدين زمرو دين بركل ألوردر سون هر أوكر ديك نياتون عابل تخد تدع تقومسو يشوك داش حوش والإم أقتنا نزولاي دائما تون أول تون هي غش داش وروك تقاجي سوا تقيدك تحقي أش دائم شو عمل دوبير تار Самое важное для главы семейства – привить детям любовь к религии, традициям, обычаям, родному языку и воспитать их во благо народа. Замрудин Ибрагимов признается, что такая возможность – это огромная милость от Всевышнего. ديل دات ديزشن وران عام دايتر دالتون ديلا دالتون دين صوت دوي ودنانش من دخ داخني دلار تهان السجر تايق كيرت العدالة دات تنو دقي دويش دكتور. Хранительница домашнего очага. Зулай Ибрагимова – настоящий пример чеченской женщины, домохозяйки, к тому же она мастерица на все руки. Помимо вкусной готовки, благодаря которой большая дружная семья каждый день собирается вместе, она умеет шить и создавать различные изделия. На территории хозяйства есть даже собственный этнографический музей. А это излюбленное место – большой сад, где растут различные плоды. За ним Зулай ухаживает очень трепетно. Урожая бывает много, каждый четверг женщина раздает садака. Ибрагимовых знают далеко за пределами их родового селения. Их богоугодное дело отмечалось не только бесконечными словами благодарности, а также они становились победителями всероссийского конкурса «Семья года». Мадина Кураева, Магомед Басаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская республика. 100 новобранцев из региона, призванных в рамках весенней кампании, присягнули на верность Родине. Торжественная церемония прошла в Гудеримесском полку отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии. Молодые солдаты прошли полный первоначальный курс общевойсковой подготовки. В дальнейшем их распределят по 3 воинским частям республики. В завершении мероприятия личный состав полка прошел торжественным маршем. С личным составом нового пополнения за период учебного сбора проведена общевойсковая подготовка, одиночная подготовка, которая в себя включает такие военные дисциплины, как военная топография, инженерная подготовка, подготовка по связи, тактика служебно-боевого применения, огневая подготовка, строевая подготовка, физическая подготовка. По итогу учебного сбора по вышеуказанным военным дисциплинам бойцы сдали нормативы не ниже хорошо. Также хочу отметить, что бойцы здоровы, приведены присяги, готовы приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Когда я начал готовиться к срочной службе, я принимал соответствующие меры, закалял себя, усиливал свою дисциплину. И думаю, это мне сильно помогло. В рамках федерального проекта «Чистая страна» проводится ликвидация свалок. Вместе с тем в регионе активно вводится в эксплуатацию мусороперерабатывающие заводы. Это одна из перспективных систем для утилизации отходов. Подробнее Турпал Тайсумов.
Вот так прекращает свое существование очередная несанкционированная свалка. В рамках федерального проекта «Чистая страна» в субъекте ликвидируют мусорные объекты, не соответствующие экологическим нормам. В Чеченской Республике этот процесс контролируется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Уже, если нарастающим итогом считать, мы ликвидировали более 44 объектов республики. В этом году, в текущем году, нами проводятся работы по ликвидации 6 несанкционированных свалок. Вот в Шейх-Мансурском районе мы сейчас находимся. Здесь 2 свалки ликвидируются. В Ахматовском районе города Грозный еще 2 свалки ликвидируются. Также по одной свалке город Курчалой, город Гудермес. Работы на этих 6 объектах начаты в прошлом году, в 2022 году. В этом году все объекты завершаются у нас. В ноябре сдадим объекты, все работы будут завершены. Площадь одной из городских свалок составляет 256 тысяч метров. Суть работы заключается в так называемой рекультивации. На участок завозится специальный грунт вперемешку с песком. Он покрывает своим слоем отходы. Тяжелая техника работает слаженно. После открытия 4 мусоросортировочных комплексов количество твердых коммунальных отходов станет еще меньше. Устройство рекультационного слоя представляет собой глинистый грунт. Его толщина 50 сантиметров. Он покрывает отходы, которые более 10 лет попадали сюда. И теперь от них не осталось и следа. Турпал Лолита Исумов, Сейд Алием Пукаев, Вести, Чеченская Республика. Красивые фигуры и продуманные ходы. Шахматы – это невероятная и увлекательная игра, пришедшая к нам из Древней Индии. Ее называют благородной игрой, ведь когда она появилась, простым людям не дозволялось в нее играть. В интеллектуальной битве в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова принимали участие 35 человек. Там состоялся 7-й этап Кубка Чеченской Республики по шахматам Ада Магомедова о тактических комбинациях на доске. Около 1000 начальных комбинаций возможно в шахматах, в игре, в которой нет случайностей, только холодный расчет. 7-й этап Кубка Чеченской Республики по данному виду спорта прошел в Национальной библиотеке региона. Всего в нем поучаствовало 35 человек из 5 районов субъекта самых разных возрастов. Ограничений нет, все играют со всеми. Это такая игра, где нет возрастных ограничений. Не по формату, а по тому, как люди играют. Если ты решил посвятить себя шахматам, в течение года можно выбраться на любой уровень. Турнир проводится по швейцарской системе, придуманной еще в конце 19 века. Ее основной принцип заключается в том, что пара соперников выбирается из тех участников, кто набрал одинаковое количество очков. Места также распределяются в соответствии с набранными очками. При их равенстве используются дополнительные показатели. Всего проводится не менее 7 туров и не более 13. Каждому участнику дается по 10 минут на партию и плюс 5 секунд за каждый ход. Хасмагомед выиграл 6 из 8 партий. В шахматы он играет уже 5 лет и даже выигрывает отца, который и научил мальчика. Регулярно готовится к турнирам, играя дома или онлайн, а также читает книги. Я занимаюсь дома. Как ты занимаешься? Что ты делаешь? Читаю книги про шахматы, изучаю дебюты, играю в шахматные программы. Соревнования были отборочными к турниру СКФО, который пройдет в конце августа в Нажа-Юрте. Туда поедут участники, занявшие первые 10 мест. Победителям вручили 4 основных приза и 3 в отдельных номинациях, такие как ветераны, юноши и девочки. Ада Магомедов, Моусар Хаджиев, Сейд Алием Пукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.